И мы сегодня от его имени принимаем вопрос, который был поставлен вчера в послании, коррелируется, объединяется с тем вопросом, который мы будем сегодня рассматривать. Это торжество труда, торжество мыслей, идей якутянина Анатолия Игнатьевича Шамчоева. Это, значит, технология модифицирования текстильных материалов методом ионно-плазменного распыления, современное состояние, перспективы. Вот над этой темой он много лет работал. Вместе с ним Матахтыров Афанасий Спиридонович, руководитель, генеральный директор Фотутент. Это предприятие, которое сегодня является передовой. Арсений Сергеевич Николаев обратил внимание на работу, содержательную работу Фотутент. Это тоже результат многолетнего труда руководства этого предприятия Афанасия Спиридоновича. 2023 год мы встречаем с новыми идеями, с новыми задачами. И я надеюсь, тема круглого стола будет одной из самых интересных. Наша работа не политическое там это направление, а именно трудовое направление. Я сразу приступаю к изложению материала. Материал очень большой, но я буду краток. Вот это имейте в виду, технический час я буду их упускать. Второй, следующий сайт. Вот это мы 16 ноября Афанасием Спиридоновичем были у ректора Ивановского химико-технологического университета. Вот это доктор технических наук Гордая Наталья Евгеньевна. И с ней мы общий язык нашли, и Фотутент подписал соглашение с университетом. Идем дальше. И вот они представили нам о Техномаш в этот же день, и мы сейчас посмотрим, чем эта организация занимается. На самом деле, это самая передовая технология в мире, мировой практики. Ну вот это промышленное оборудование, мы останавливаться не будем, но и здесь это промышленное оборудование сделали своими руками научно-технический состав Ивановского химико-технологического университета. Они сами делали все. Ну, что, это ширина, сколько там это ткани и так далее, прочее, диаметр, это все техническая часть. Так, и вот это левая сторона. Это ткань. Значит, ткань имеет покрытие металла. Вот, например, и здесь марля, вот серебро. Марля, серебро. И вот это, они работают алюминием, медь, титан, серебро, нержавейка, бронза, титан, вольфрам, углерод, силиконий, никель, оксид алюминия, карбид, титана и так далее, прочее. И в основном вот правой стороны это в основном искусственными тканями или искусственными кожами работает. Но из натуральных только шелк идет. Ну, в области применения в основном это декоративные материалы и радиоэкранирующие текстильные материалы для фильтров и для медицины. Вот это новые декоративные и одежные ткани, которые вот в 2007-2008 годах они в Брюсселе заняли первое место, и в мире пошло как раз вот это создание таких тканей. Все это на основе разработок Ивановского университета. И вот это 2016 год, Париж, и как раз вот это Ивановские ткани для модниц. Так, вот это металлизированные текстильные это ткани, там покажите. Вот такие. Для экранизации электромагнитных излучений. Ну, военное назначение, не будем останавливаться. Идем дальше. Ну, идем дальше.
поглощения. Это маскировочное покрытие. Идем дальше. Вот это для, вот левой стороны, это для пожарников. Только вот эта Россия, ивановцы создают 97% несгорающую ткань. Больше никто не создает мира пока. Идем дальше. Вот смотрите, вот человек стоит с правой стороны, а с левой стороны тепловизором смотрит. И вот куртка не видна. Вот это текстиль материал медицинское назначение. Вот как раз этот марля, который я вот это показывал, этот материал имеет вот такое, если так развернуть. Вот это обычная марля, и туда наносит серебро. 1 грамм серебра на 1 квадратный метр. И раненый человек, перекись водорода и так далее не надо, йод не нужен. Вот большое ранение, и сразу берут, этот, накладывает марлю со стороны серебра, привязывает бинтом, и это оказание первой медицинской помощи. И потом это отправляет это на первую медицинскую помощь или там стационар и так далее прочее. И сейчас вот это в основном поставляют такие же марли Пырга, ну, Германия. Но они уступают нашим, но вот это полностью имеет разрешение. Вот этот нынешний министр здравоохранения и так далее прочее, апробации все прошли, института имени Вишневского и так далее прочее, всю документацию здравоохранения передам. Посмотрите. Но это все создано было еще в 2007 году. Так, идем дальше. Вот, палаточный материал для оленеводов. Вот это я в 2011 году президент Республики Саха-Якутия Борисов обратился как раз, чтобы работать Ивановским университетом. Сколько лет прошло, и никто ничего не делал. И вот как раз Хотутен согласился несколько лет назад работать с ними. А результаты вот хорошие. Так, идем дальше. Вот это из-за того, что как раз фотографии это с тех времен, вот у нас, где мы живем, Кентема, минус 61. Вот сегодня, например, минус 51, несколько дней было 57. Вот это японцы к нам приехали, и они, вот эту сумку достаньте там это. Приехали, и вот это такими перчатками и так далее прочее, у них было до минус 60 градусов. И при нашей помощи они довели до минус 60 градусов. Вот такие искусственные, но это искусственные, вот можете посмотреть. Но и здесь вот это немножко испытание, там это я покажу, как испытывается, там идем дальше, это методика. Вот этот обуви, вот моя жена Диана Васильевна как раз, я испытываю следующее. Вот, дети, идем дальше. Ну, разное оборудование испытываем, идем дальше. Вот эта основа, это теория. Мы получили вот это для этих искусственных тканей структура волос якутских коров. Идем дальше. И вот сейчас мы как раз ивановцам переговорили, нужен палаточный материал, теплый как шкуру оленя, это называется порфирины. И как раз они тоже занимаются, и самые передовые тоже в мире они, по созданию порфиринов. Идем дальше. И вот палатка оленевода Ленинского муса как раз, вот до сих пор, и в 20 веке, вот это в 21 веке, идем дальше. Вот зимняя палатка оленеводов или охотников, летняя, идем дальше. Вот палатка изготовления Хотутен. Но вот сейчас эта палатка будет усовершенствоваться при помощи ткани Ивановского университета. Идем дальше. Ну, соглашение мы подписали с ними. Ну вот, например, техническое задание. Вот многие не могут написать техническое задание. И вот, например, по атомной станции мы работаем, и говорят, атом такой плохой, там Чернобыль и так далее.
Никто у вас не спрашивает там про радиацию-то. Вы пишите техническое задание. Что вы хотите-то? И вот это образец, например, техническое задание «Надежда охотника и на медведя». Ну, не для прессы, вот, например, для снайпера вот так пишется тоже. Так. И вот это, все это выполняется, все можно делать. Иванов, мы сейчас готовимся к следующей выставке «Армия-2023». И вот для этого вот это мы все это готовим. Так, идем дальше. И вот технические задания на палатку оленевода. И вот это оленевски сказали, а размер 4,4, высота вот такая. Оказывается, каждому лусе палатки, именно вид палатки и так далее, совершенно другой. И по высоте другой, и по виду и так далее. Ну, как говорят сейчас, дизайн. Например, Нижняя Колыме совершенно другой дизайн. Так? И вот здесь с правой стороны вот так читайте. Вот так. И вот смотрите, не пропускай гунусов, если так заказывать будете. Кондиционирован, легкий материал, самостоятельно чистить мелкие порезы до 3 сантиметров. Вот такие ткани делаются, это умные ткани называется. Дальше, легкий наружный цвет менять в зависимости от местности. Если на снег поставил белый, если поставил среди елок зеленый и так далее прочее. И вот это температурный режим меняет и так далее прочее. Вот это ивановцы это могут делать. Но дело в том, они ткань делают. А создают это, надо пошивочные, швейные. Вот поэтому все вот наши сегодняшние встречи, не то что ивановское, там какие ткани делает, значит российское производство не отстает от мирового. Это первое, что мы должны понять. А второе, на основе вот этой ивановской ткани наши женщины или там мужчины, там, ну часть мужчин, не основной, конечно, которые даже проживают в Аленке, они могут заказать этот ткань, получить и пошить. И вот поэтому производство надо создавать. Или вот, например, марли. Их Россия, когда начал вот разговаривать с врачами, да, это марли все проходили, все это экспертизы, это института Вишневского, вы знаете, это самый ведущий институт же, все они выдают же. А оказывается, почему не используется? Первое, все стационары ведется лечение по протоколу. Ни налево, ни направо. Там все написано. Второе, стандарт есть такой, на приобретение материалов. Там стандарты тоже, у кого что должен покупать, все написано. Оказывается, из-за этих двух материалов вот не используется российский вот это материал. И вот сейчас, наверное, придется и перейти и в связи вот это специальной военной операции и санкциями и так далее прочее. Вот как раз Иваново, там есть медицинская академия. И вот это Ивановский химико-технологический университет с ними хорошо работает. Ну, они рядом, через дорогу как раз. И вот поэтому мы должны вот это в основном начинать работать российскими материалами. Вот что я хотел им сказать и создавать производство. Пожалуйста, Афанасий Спиридонович сейчас рассказывает, он как раз собирает это ткани и потом шьет. Швейное производство, пожалуйста. Начал делать вот портативные гаражи, палатки для оленеводов, для коневодов. Не зная этого, мы нашли вот такой ткань. Это на самом деле китайский, напыления начали с этого. Но вот эта разработка на самом деле вот Ивановского университета, оказывается. Где-то в 90-х годах они продали это китайцам, корейцам, а мы, вот, не зная этого, купили, начали покупать с Кореи, с Китая. И мы всегда испытания через институт вестер проблем Севера и много компоновки делали, чтобы добиться хорошей теплоизоляции. И вот это напыление, которое сейчас нам дает
тепловизорные свойства, он оказывается просто даже на теплоизоляцию дает 30% теплоизоляции, оказывается. Но мы компонуем не просто, если вот такую ткань, конечно, он немножко поможет, но он все равно не хватает. Поэтому компонуем некоторыми утеплителями, и получается вот, например, когда мы испытывали простой китайский портативный гараж, он удержал тепло двигателя где-то в течение часа, получаса, а мы компоновку поменяли и материалы, состав поменяли. У китайских это продуваемые, оказывается, у нас не продуваемые, это напыление на парусный Оксфорд. Получилось не час, не два, а 12 часов, чтобы удержал тепло двигателя машины. Мы испытали 40 градусов, вечером поставили машину без автозапуска, и там институт ИФТС, ученые там поставили радиодатчики, и они начали давать данные. И утром пришли, получилось при 40, еще температура упала, стала ночью 45, и получилось в течение 12 часов он удержал внутри двигателя где-то около 15 градусов, минус 15 градусов, где с хорошим маслом двигатель может нормально завестись, да? И еще он из-за того, что теплоотдачу дает на ходовку, передняя ходовка тоже сохранила до минус 20 при минус 45. Это тоже не замерзнет ходовка, а на задней минус 25. И мы очень, все сказали, что у Хотутента самый хороший материал, самый хороший утеплитель. Многие начали покупать у нас портативные гаражи, и много оленеводов, много коневодов, и сказали, вот этот очень хороший материал, оказывается, давайте с этого материала шейте нам палатки, спальные мешки, одежду для снегоходов. И у нас получилось сейчас около 400 видов ассортимента. Но, конечно, мы были летом в форме армии, все удивились, что Патриот такой огроменный парк, почти больше половины Якутска, и там все техника, танки, ракеты, убивающая, грубо говоря, убивающая техника. А защиты от них нету. Мы единственные, оказывается. Где-то на краю стояли мы на маленькой палатке, и как чук-чук-чук, но мы были единственные, которые защищают от этой техники, от этого тепловизоров современных, да. И все военные начали спрашивать, что за ткань, какими тканями вы делаете? Неужели есть российские? Нет. Обидно стало, да. Вот так смотрим на землю и говорим, это китайская. Спасибо, что мы еще компоновку какую-то придумали, чтобы защитить от тепловизора. И Анатолий, я вспомнил тогда только, понял, что Анатолий Геннадьевич мне говорил 5 лет назад, и надо поднимать этот вопрос. И мы уже начали, я к нему поехал, и сидели, и начали вот переписываться с Ивановским университетом. Оказывается, все они делают, не только это. Они делают, вот недавно все проблемы были, это маски, да. Маски, они не только защитные, они уже лечебные могут быть, лечить горло уже. Вот этот, например, ткань, я сам в армии служил в радиолокационных войсках, и локаторщиком был, и знаю, что это радиолучи. Сейчас вот все говорим тепловизор, а враг-то усовершенствует свои эти технологии. У них не только тепловизор, сейчас уже у них радиоволны совместно с этими тепловизорами. А вот эта ткань, например, у них, если этим покрыть, танк на локатор не будет виден. Это защищает от радиоволн. Ну вот это тоже мы сделали с китайского,
костюм снайпера, ну, у нас камуфляжный, внутри вот спрятано напыление, это алюминиевое, оказывается. А здесь серебряное. И они, вот ивановские говорят, у вас не очень так. Мы предлагаем, я говорю, это на платье, на шелковые материалы. Оказывается, этот костюм снайпера, из этого можно сделать, и он намного невидимкой станет, чем это. И, например, вот, ну, они очень много, как Анатолий Игнатьевич сказал, даже на косметику делают, оказывается, для красоты, для моды, вот, например, платье. Все можно одеть и их невидимкой стать. Сейчас у нас есть контракт, соглашение с Министерством обороны там на Технополис Эра. И вот второе соглашение у нас сейчас будем добивать с университетом. И у нас 2 соглашения будет. И это ректор сама говорит не только на уровне соглашения с университетами, с Хотутентом, да, а надо на уровне губернаторов. Почему она так говорит? Потому что, с одной стороны, вот, например, вот этот китайский берем, он где-то, если в Якутск приедет, где-то квадратный метр стоить будет 70-80 рублей. А этот будет стоить где-то, ну, 500 рублей. 350-500 рублей, 5, 7, 8 раз дороже. Поэтому вот если совместить 2 губернатора, потому что вот и в Техмаш, она частная организация, университет-то государственный, а в Техмаш частная организация. И они внедрили, но такой сильного развития нету пока, что такое разработка не пошло вверх, да. Сейчас, если 2 губернатора соединятся, можно вот это, чтобы цена более доступная была, даже дешевле, чем китайская, возможно было бы. Но на этом уровне надо работать, и чтобы, ну, не знаю, какой схемой это может пойти, дотации или субсидирование этих организаций, и уже более доступной для наших солдат, для обычных солдат должно быть, а не какой-то золотой. Вот так. Ну, спасибо. На этом у меня все. У них очень много. Вот насчет пожарника не успели показать. Вот этот МЧС интересуется нашими разработками. Министерство, не только Министерство обороны, да, РФ. Да. И вот сейчас утепление костюма пожарников мы предложили шерстью оленевского, возможно. И они очень заинтересовались. Ну, как сказал Афанасий Спиридонович, вот если вот это глава нашей республики Саха-Якутия и губернатор Ивановской области подпишет соглашение, мы как раз председателя правительства Тарасенко предложили такое, он это предварительно согласился. Согласился. Дело в том, что Ивановская область, территория чуть меньше Амгинского улуса, чуть больше Тактинского улуса. 21 тысяч квадратных километров. Население столько, сколько в Якутии, около 1 миллиона. Валовой продукт годовой, да, 171 миллиард рублей, а Якутия 1,5 триллиона, если точнее 1 триллион 600 миллиардов. Вот поэтому, а интеллектуальная часть там, баксо-техническая часть, вот даже до сих пор по городу Якутске бегает кран Ивановец, 2 штуки бегает, может видели? Краны. Вот это они придумали, давно уже. И этот завод Ивановец сейчас банкрот и закрыт давно. Станкостроительный завод давно закрыт и так далее. Промышленность почти все закрыто, за исключением швейной, вот как раз это инфраструктуры. Вот поэтому нам субъекты должны друг другу помогать в этом направлении. Но
Дальше, там интеллектуальных части, вот по высшим образованиям, там очень много таких учреждений. Вот поэтому Якутия должна подписать наше предложение, соглашение по линии Министерства образования и как раз по легкой промышленности. Все у меня, спасибо. Спасибо. Благодарю вам за приглашение и за нашу... Поэтому, конечно, очень интересно. Я вот ранее была информация, да, я читал, смотрел, но сейчас уже в формате презентации уже, да, показали. Конечно, в сегодняшних реалиях очень актуально, да. Поэтому вот я хотел бы наоборот задать вопросы, да. Вот у нас ну, это очень отрадно, что мы, да, как бы наша республика, наш уважаемый Анатолий Игнатьевич, все это. Мощности у нас есть, вот мы говорим производство, да, то есть уже как бы контракты есть, да, в том числе там Минобороны будут, скорее всего, и с МЧС, да, то есть уже перспективы уже серьезные, да? Насчет по мощностям, по заданию Ильдархана мы уже 10 раз за короткое время почти увеличили. Конечно, проблема везде с кадрами, очень трудно набирать, но мы, можно сказать, это не сделали, еще расширяемся, еще стараемся. Но я всегда своим коллегам много в этих выставках бывал и говорю, даже гордясь немножко говорил, что Якутия на перспективе очень большая фабрика. Потому что издревле, если жена не сошьет мужу кенчи или рукавицы, он-то уже инвалидом станет. У нас в генах сидит это, надо это разбудить. Но мы именно Ильдархану сказали, давайте помогите нам, чтобы в этом году хотя бы эти техникумы, колледжи к нам на практику более на длительный срок пришли. И вот мы шили 2000 спальных мешков за короткое время, 100 костюмов снайпера, ну костюм снайпера вот очень долго шьется, и 9000 пологов защита от тепловизора. Ну, он универсальный, защита от тепловизора и от дождя, и снега. Вот везде видели, наверное, наши солдаты там здесь мокрые сидят. Он универсальная вещь. Но вот за почти месяц это все мы быстро выросли почти за 10 раз. Быстро это сделали. Этим я немножко горжусь, но в перспективе дальше и будем расти, наверное. У нас осенью было около 10 машин швейных, сейчас у меня 50 машин швейных. Вот, например, у меня вот это покрывало спасательной защиты, вот этот. Вот. Если развернусь, тоже туда пойду. Нам нужен механизм создания производства. Вот в чем дело. Кто не говорит, давайте большую фабрику, давайте строим. Вот, например, ивановцы сделали вот это такое. Ткань называется. На целлофане. С этой стороны серебро, с этой стороны золото. На пыли для меня. И рулон большой. Это москвичи, вот здесь адрес есть, москвичи. Этот рулон выкупает у ивановцев, рядом же они. Дают работнице, режь вот такой-то размер. Режут, потом другой, вот такой мальчик сидит, вот так печатает, а третий вот это такой, упакует. Все производство на ивановском ткани. Вот нам надо создавать такое производство в Якутии. И потом собрать. Зимой, когда вот этот дорога открывается, оттуда с деревень собрать, все. Вот производство создавать надо. Я все обязательно передам всю информацию, которая здесь служит. А там дальше уже взаимодействовать. Так, по винтам, как вы видите будущее развитие? У вас все разрешения есть, патенты есть, мы можем выкупать и уже производство, да?
Это документация, которую я передал, это часть, это там маленькая. А там вот много там документации там это. И вот Россия, пока никто не развернул вот это производство, они не развернули. Выкупает этот, бюджета деньги получает, выкупает Германия, все, и пользуются. И вот поэтому вы хорошо вот может отправить туда Иванова, вон туда людей и так далее, знакомиться, все. И вот я их взял как раз, уже положил. Иванова там нашел вот это бинты, которые делают там фабрика, да, там это, есть такая фабрика, бинты делает. С ними переговорит, и они пускай режут. Не надо вот здесь Якутска привезти и резать. Вот это. Это дорого будет. Пускай там и режут. А просто нам это внедрить использование вот этого материала. Использование стационара и так далее прочее. Все. Вот что от нас не требуется, например, по марлям. Сперва мы хотели развернуть, и здесь может быть создание вот таких вот бинтов из этого материала. Но экономика я посчитал, лучше там резать. Но другое дело, вот когда вот это на этой основе, вот Афанасий Спиридонович, например, создает композицию, вот там накладывает, там в Москве тоже получили, например, этот материал-то, и начали шить тоже разные одежды, но они компоновку не знают. А Афанасий Спиридонович компоновку нашел, и вот поэтому ничего не видно. Дальше, и вот поэтому это надо здесь создавать. И вот поэтому не надо все время вот это все делать производство Якутии, с ними надо работать. Понятно, да? Все у меня, спасибо. По нанобинтам у нас однозначно мы должны, значит, Министерство здравоохранения, значит, выехать туда, посмотреть и использовать в своей работе, учитывая то, что качество заживляемости, вот этих ран, да, и ожогов, оно дает эффект в 2 раза быстрее, чем вот обычными бинтами. Это, значит, работа, которая должна, ну, в течение года, вы должны это быстро делать. Вчера же в послании Арсений Сергеевич сказал: не тяните время. Быстро, раз услышали, увидели, и действовать надо, если это эффект и дает, ну, такой хороший, качественный эффект. А по технологиям Афанасия Спиридоновича у нас работа уже поддержана Арсением Сергеевичем, и работа ведется, поэтому мы очень рады этому. Год назад этого не было, да, не было, но потом вот в течение полугода быстрее, вот уже от простых разговоров уже начато производство. Это плюс нашему губернатору, якутяне радуются, Новый год с новыми вот этими мыслями, как говорится. Все-таки ум пытливый, ум якутский, да, дает свои плоды. Этому мы очень радуемся этому. И надеемся, 2023 год будет у нас годом производства по всем направлениям. Анатолий Игнатьевич, вам большое спасибо. Да, еще, Елена Христофоровна, вот это губернатор Ивановской области, как раз он руководитель рабочей группы Совета при президенте России. И вот поэтому здравоохранение, вот когда министерство будет выезжать, с ним обязательно встречайтесь, он все время там будет помогать Якутии. И вот не надо одеяло тянуть на себя, еще раз повторяю, чтобы нам здесь делать, а пусть там делает, а мы здесь будем пользоваться дешевыми, но эффективными средствами. Все. Так, ну вот, значит, задача от имени партии и Единой России, нашей республики, эти вопросы убыстрить.
Министерство здравоохранения до министра доведете. Продолжение вот этого нашего стола продолжается. Мы Нового года ждать не будем. Так, это в убыстренном режиме. Соберемся у Сергея Гавриловича и здесь все вместе тоже собираемся. Биржа труда, колледж. Ну там, да, вот нужны постановочные вопросы, да, ну, проблемы. И вы готовите кадровые вопросы, там, тоже вот такое, вот презентацию, что вам нужно. вопросы помещений, да, да? Минсельхоз, они же заказывают эти домики, не приспособленные абсолютно. Не, пока мы только вот это подготовку У кадров вас решим. дегустировка, да? Эти палатка, Ну, сейчас, да. И увеличение, вот в этом году 20 человек подготовили, или 30, да? Потом дальше в следующем году вот. У вас И кандидатов расширение. нету, да? Нет, но пытались Президент на труда один удерживать, как я сказал, проблема с кадрами, удерживать на труда один даже очень сложно. Мы бы объявили это, как на БАМе вот собирали лучшие из лучших районов, мы бы объявили, значит, это, мобилизацию, да? как мобилизацию вот это девушек молодых, которые Там должны будут работать. Чисто девушка. Нет, без разницы. Без разницы. Ну все, спасибо большое всем. До следующей встречи. Спасибо. Ага. Анатолий Игнатьевич, низкий поклон. Будем помогать.